Распространение коронавируса повлияло абсолютно на всю сферу услуг. И такси не исключение. Наверняка вы заметили, чтобы заказать машину сейчас, нужно не больше минуты. И она тут же подъезжает. И это невольно наводит на мысль, что заказов в городе становится все меньше. А таксистам приходится бороться за каждый из них. Такси, такси, вези, вези. А мы стоим и просто курим. Что еще делать, если заказов кот наплакал, жалуются таксисты. Все реже куда-то кого-то везут и все чаще стоят и ждут. Пандемия уже больно ударила по этому бизнесу. С утра вы почувствуете... Посмотреть видео, почитать газету, так и развлекается Ильфат Гатиев. Пока ждет заявку. Говорит, их количество сейчас – это катастрофа. На сегодняшний день вот 4 заявки все сделали. А в обычные дни сколько делали к этому времени? Ну, в среднем где-то от 20 до 25. По 30-40 минут ждем заявку. Полный штиль сегодня и у Наиля Ахмедянова. Когда такое было, чтобы возле вокзала ждать клиентов по часу, говорит он, но домой не едет, нужно отбить аренду машины. И потом себе чуть-чуть оставить, хотя рублей 700-800. Но получается отбить? Нету, не получается. А не лучше ли дома тогда остаться и не выходить на работу? Ну, я еще раз говорю, а ипотеку как платить, кредиты. Кто-то продолжает ждать заявки, а кто уже ищет новую работу. На аренду денег нет, оплатите своих, значит работать в минус. Вы будете машину сдавать? Это арендная машина, да. То, что люди стали заказывать такси реже, нам подтвердили в одной крупной компании, занимающейся перевозками. По статистике, активность пассажиров упала более чем на четверть. Реже на работу стали выходить и сами таксисты. Количество активных перевозчиков на линии также снижается за последние 7 дней. Этот показатель где-то на уровне 10%. Что будет дальше с рынком такси? Сами водители готовятся к худшему, ожидая еще большего снижения активности. И если коронавирус ударил по такси, то перевозчики наносят ответный удар. С этой недели один из онлайн-сервисов запустил 30 машин, чтобы возить эпидемиологов. Делают они это бесплатно первую неделю. После того, как мы отработаем взаимодействие, со следующей недели это будет оплачиваться по договоренности с бюджета Минздрава нашей республики. Выдержит ли бизнес на колесах такие испытания? Большой вопрос. На плаву останутся единицы, уверены таксисты. Кто-то уйдет с рынка, а кто поставит работу на паузу. Так, к примеру, свою деятельность приостановила BlaBlaCar, компания, организовывавшая междугородние поездки. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.